В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Строительство моста через реку Лену завершится на год раньше. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. Столица региона окутана дымом, а в 5 километрах от Батагая тушат лесной пожар. В Москве стартовали мероприятия, посвященные СЭПу-2020. С какими традициями народа Саха можно познакомиться онлайн. Строительство моста через реку Лену завершится на год раньше, в 2024 году. В ходе рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсыл Николаев встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, где они обсудили строительство Ленского моста. Перенос сроков завершения строительства и изменения финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования. В настоящее время Якутск и часть Якутии, расположенная на левом берегу реки Лены, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. По словам Айсена Николаева, это является одним из сдерживающих факторов развития экономики республики. Ленский мост включен в проект национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Теперь к цифрам регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. 72 новых случая COVID-19 выявили в Якутии за сутки. 35 заболевших в Якутске, 24 в Томодском психоневрологическом интернате в Алданском районе, по 4 инфицированных в Ленском и Мирнинском районах, 2 в Татнинском районе и по одному заболевшему в Верхоянском, Чурапчинском и Нерюнгринском районах. За сутки выздоровели 115 человек, 2 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. Глава Якутии Айсыл Николаев продлил режим ограничительных мер из-за коронавируса до 24 июля. Якутск окутал дым от лесных пожаров. 3 очага тушат в местности Харыялах на общей площади 8 гектаров. Предварительно причиной возгораний стали сухие грозы. По информации МЧС России по региону, предельно допустимая концентрация вредных веществ в городе не превышалась. Также дым от лесных пожаров может накрыть населенные пункты в Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Тампонском районах. По информации Минэкологии региона, в Якутии тушат 37 лесных пожаров. В Усть-Алданском районе тушат лесной пожар в 5 километрах от Батагая. Угрозы перехода пожара на населенный пункт нет. В качестве естественных преград на северо-западной стороне деревни находится озеро Булу. Искусственные преграды с восточной и южной стороны минерализированная полоса. Ее протяженность 1,5 километра. На тушение привлечены необходимые силы и средства. Согласно расчетного количества, для тушения пожара сил и средств достаточно. Органами дознания проводятся профилактические мероприятия с местным населением. Другим темам пункты проведения экзаменов в Мегино-Кангаласском районе проверила референт Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования России Марина Репина. Она посетила пункты проведения ЕГЭ в 2 школах района имени Василия Конешникова и Владимира Ларионова. Наши коллеги сегодня впечатления у них очень хорошие, что во всех пунктах, где они были, наши руководители учреждений, руководители органов управления образования районов, директора школы, руководители пунктов проведения показали, что они очень грамотно, что они готовы ко всем вопросам и всеми средствами дезинфекции, всем оборудованием технологического характера, видеонаблюдения, все наши пункты обеспечены. По итогам рабочего визита в республику заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева сегодня провела пресс-конференцию в Республиканском медиацентре. Васильева отметила, что пункты проведения ЕГЭ в регионе подготовлены на высоком организационном уровне. Также, по ее словам, Якутия занимает одну из лидирующих позиций среди российских регионов по качеству образования. Вообще традиционно республиканские школьники, якутские школьники показывают хорошее качество образования. Большое количество ребят становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Большое количество ребят становятся победителями, призерами различных творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсов. И это показатель действительно слаженной работы всей системы образования на повышение качества образования. Якутия действительно одна из лидеров системы образования России.
Детские консультации города Покровска и поселка Максыголовка получили новые высокоточные УЗИ-аппараты. Оборудование можно брать с собой во время выездов в отдаленные села Хангаласского района. Ранее же для диагностики маленьких пациентов использовался стационарный УЗИ-аппарат, приобретенный еще в 1998 году. Помимо УЗИ-аппарата, детская консультация Покровска пополнилась офтальмологическим оборудованием. Портативные аппараты у нас первые в нашем районе. Они удобны очень тем, что компактны, их можно перевозить, но очень хорошего высокого качества. В старом УЗИ-аппарате у нас было 3 датчика. Сейчас новый аппарат у нас идет более высокого качества изображения, который будет выявлять намного больше. В Алданском районе началась работа над созданием второй части книги «Война глазами детей». Первая часть вышла в 2016-м. В ней рассказаны истории 100 алданцев, детей военных лет. Подробности в следующем сюжете. «Война глазами детей». Под таким названием в ноябре 2016 года вышел в свет сборник воспоминаний 100 алданцев, которых Великая Отечественная война застала в младенчестве или отрочестве. Книга получилась не очень объемной. В книгу вошли истории жителей Алданского района, которые были детьми во время войны. Это истории, их биографические данные и очень интересные факты биографии этих людей. И, конечно же, для наших жителей Алданского района, для нашей молодежи это бесценный опыт и бесценная память и уникальный сборник. На сегодняшний день в Алданском районе проживают 1500 пожилых людей, которые еще могут поведать об ужасах и лишениях военных лет. Их истории и впечатления о годах детства предоставят родственники или запишут волонтеры, которые с неподдельным интересом отозвались на предложение поучаствовать в проекте. Это, во-первых, память о наших алданских детей, которые дети войны, тыла. Мы с большой гордостью вспоминаем и слушаем о них, о том, как они жили в это тяжелое время для всех. И очень рады, что существует такой проект, что он появился, что все эти данные будут в архиве. Дети следующего поколения смогут ознакомиться с этим всем, изучить. Сбор информации для второй части социального проекта «Война глазами детей» уже начат. Ветерана тыла Людмилу Яковлевну Кашкареву война застала в пионерском лагере под Читой. Ей было 10 лет. Тяжело было, конечно, что говорить. Не доедали, не допивали. Что? Вот у нас отец умер в 43-м году, так мы вовсе горе знали. Познали. Да, я в этом году, вот в 43-м, как раз пошла работать. Мне было 12 лет, и я пошла работать. Для сбора информации нужно лишь время, а чтобы вторая книга с воспоминаниями детей войны вышла в свет, необходимы средства. Работу по изысканию источников финансирования проводят специалисты районного управления культуры. В этом году мы хотим поучаствовать в проекте национальном «Культура» для общественных организаций. И совместно с общественной организацией «Все в наших руках» хотели бы возобновить эту работу, так как жители Алданского района и та категория, которая указана в этой книге, хотели бы дополнить ее своими историями. Сохранение исторического наследия в числе приоритетных задач в нашей стране. Истории алданцев, запечатленные на страницах новой книги, останутся вечной памятью о подвиге советского народа во Второй мировой войне и подчеркнут участие в ней детей и подростков, сражавшихся за выживание, а значит, за победу над смертью. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Гевин Сейерс из городка Бьют в штате Монтана к 6 годам научился выполнять трюки на мотоцикле не хуже профессионалов. На кадрах Гевин и его отец Кит, который сам является мотоциклистом, показывают свое мастерство, катаясь по полосе препятствий недалеко от дома. Мотоциклы появились в его жизни, когда ему было 2 дня от роду. Я думаю, что просто находясь рядом все это время, среди всех этих ребят, наблюдая за ними, а также при просмотре передач по телевизору, он заинтересовался мотоспортом. Мы никогда не настаивали, он просто сам начал этим заниматься, учиться этому. Он отлично практикуется и хочет учиться этому и дальше.
В 2 года малыш сел на свой первый мотоцикл, а в 3 уже участвовал в мотокроссе. Опасный спорт не пугает мальчика, он падает, но тут же встает, садится на мотоцикл и едет дальше. Гевин катается на мотоциклах не только для развлечения, как и его отец. Мальчик хотел бы посвятить жизнь этому делу. В Москве стартовали онлайн-мероприятия, посвященные ИСЭХу 2020. Традиционно праздник проходил в парке Коломенское и собрал 1000 жителей и гостей столицы. В этом году из-за коронавируса мероприятия решили провести в социальных сетях постпредства Якутии. С какими традициями народа Саха можно познакомиться онлайн, смотрите в следующем сюжете. Строганина строгается обязательно якутским ножом. Вот это вот самая деликатесная часть, которая делится на маленькие кусочки и кладется на самый низ блюда. Приобщить москвичей к традициям и обычаям народа Саха решили с помощью гастрономических мастер-классов. Каждый желающий в интернете может посмотреть, как правильно приготовить строганину, кёрчик или якутские оладушки. Ой, Во время онлайн-мастер-классов от наших земляков, которые живут в столице, можно узнать и о бисероплетении, об истории Якутии, понять основные правила масс-рестлинга, который с каждым годом набирает все большую популярность во всем мире. ИСЭХ в Москве стал настоящей доброй традицией. И торжества с нетерпением ждали 1000 людей. И теперь в соцсетях постпредства Якутии каждый может немного окунуться в мир светлого праздника народа Саха, прямо не выходя из дома. Этот год внес свои коррективы, но мы все равно помним друг о друге и любим нашу родину, ее традиции и проведем ИСЭХ в онлайн-режиме. Но это даже интересно, поскольку интерактивный праздник принесет частичку нашей любимой Якутии в каждый дом. Причем в рамках московского онлайн-ИСЭХа можно и реальный приз выиграть. Для этого нужно опубликовать в Инстаграме рецепт вашего любимого якутского блюда, отметить в публикации постпредства ИКТ, не забыть про хэштеги ИСЭХ в Москве 2020 и готовим на ИСЭХ. Победу определяют по количеству лайков. Также предусмотрены номинации от жюри. А побороться есть за что. Это серебряные ювелирные украшения. Итоги конкурса подведут 20 июля. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.